Обслуживание у нас сегодня вот такой шаттл. Будем менять у него все сальники. Сальник коренного будем менять в двигателя. Сальник первичного вала на коробке будем менять. Два сальника будем менять здесь. На гранатах бегут, да? А ну вот, вот маленько было, видать, подцепил. Нет, это скорее всего оттуда. Или грязь С маховика накидал. это закидалось. А где второй привод? Там что? Там нормально? Сухой. Тоже сухой. Что-то у него вот здесь вот было, смотри, масло подтекало. Чуть-чуть. Ну с маховика. С маховика, да. С маховика все закидало. Ну и видно, что корзина уже стоит контрактная. Вот. Синим краской помечено. Видать, уже устанавливали. Шум такой есть. Шум, ага, есть. Шум есть. В бачках актуаторов. Сейчас жидкость посмотрим. На месте она стоит, чистая. Чистая, мененная. Ну мы и меняли. Ну мы меняли, обслуживали, да. Потому что она к нам приезжала где-то примерно месяц или два назад на обслуживание. А сейчас человек собрался с мыслями и решил, как бы, ну, денег подкопил. Говорит, сальники надо поменять. Ну и обслужите, говорит, ребята, мне подшипник. Будем обслуживать. Короче, Макс сейчас займется. Также у него убитые шаровые, убитые наконечники. Завтра поеду шаровую, куплю еще одну. Сразу по ходовой ходовку им чуть-чуть подшаманим. Угу. Короче, немножко подшаманим ходовочку. Как-то так. Тут такие моменты есть вот. Губой шваркнутая машинка. И такая Toyota Aqua. Вот такой забитый дроссель. Грязный, ужасно. Также сейчас будем чистить систему EGR. Все разобрал. Сейчас ее замочим, пусть отмокает пока что. Так, раздербанил Aquu, снял коллектор. Коллектор уже помыл, чистенький уже. Вот он, подготовил. Сейчас прокладки на него надену и все. Клапан тоже уже чистый. Был грязнющий. Вот такой сейчас клапан чистенький стал. Заслонку дроссельную тоже почистил. Сейчас буду все ставить. Трубка тоже чистая уже. Все, буду собирать потихонечку. Хрена тут сколько пыли. Мама родная, да? Да. Это вот. Жестко на ней поливали, да, походу? Не поливали, а просто... Не обслуженную воткнули, да и... Просто поставили и все. Ну. Это контрактная корзина. Я хули, они, видать, это... Хрена он, да? Жестко. Будет, как бы он у нас не зашумел бы после этого, после смазки еще хуже. Ну посмотрим, че. Но он шумел же? Шумел? Ну так его и слышно было, ты же сам же сказал, Да. машина приехала как трактор, да? Шум. Ну я думал, это двигатель у него. Не, это у него вот это, точно. Держишь? Что-то с холостым не то, да. Чик-чик-чик. Смотри-ка, он люфтит как. Люфт жесткий. Вообще прям. Давай вскроем. Как бы у него там не развалилось. Ну давай сепараторы посмотрим на целостность. Возьми ту отвертку мощную. Сухой абсолютно. Вообще сухой. Ну, Вообще сухой. вообще сухой. А тут что? Сухой. Давай вот этот. Подожди. Так.
Гудрон конкретный. Да. Как жвачка уже. Ну, Вообще он тут даже толком не шевелится. Нахуй. жесткий гудрон. А, Служил подшипник, помыл весь его, высушил. Вот, все. Сейчас будем ставить. Сейчас на четные. Но я понял. Подшипник. Нету, да? Смотри, нет из нас. Канавка. На чётный. Не, как нету-то? Чуть-чуть Где? есть. Немножко вот. Смотри. Да, ну Это мало. как навилка. Но. А Все, он Макс. ездил на четном Все, Макс. подшипнике. Все набил. Смазочку набил. Все четенько у нас. Ну, все ставить будем сейчас. Подшипник соберем. Будем ставить. Ты его на герметичность не будешь проверять? Герметичный, да? Ну все тогда. Какой был? Он квадрат был, братан. Ну, И шумел. а сейчас четкий стал. Сейчас не шумит, но люфт так и остался. Вообще круто. Ну, поднабился, конечно, смазочка. Сейчас ништяк будет. Ну, люфт, конечно, у него так и остался. М. Уже некуда. Чуть-чуть будет. Выработка Деться была. некуда, Выработка короче. была, потому Да. что. Ну, походит. Нормальный Вот. подшипник будет. Так. Ну все, сейчас что? Сальнички, не сальнички, все поставим. Все, Макс он подготовил. Шаровую одну сторону уже новую поставили. Вот. Все. Все по красоте. Сейчас шаровую такую вот 3 пятерки поставили. Ну, О, вот это шаровая, да? ну, другое дело, ёпти. Ну. Мы проверим Наконечник как раз- тоже новый купил, поехал. Проверим как раз егошнюю ходовку. Ну да. Чтоб ничего не брякало. Сейчас вторую будем менять. Вторая тоже болтается капитально вообще. Коробку поставили уже все. Сейчас балку закрутит. И будем калиброваться. Как-то так. Вот такие купил грунты, краски. Это у нас лак будет двухкомпонентный с отвердителем. Краска вот такая будет, кварц. Это у нас грунт реактивный, первым делом пойдет с отвердителем. Это у нас грунт обычный, тоже с отвердителем, и разбавитель, банка. В банке разбавителя должно хватить. Еще по чуть-чуть, по идее, всего. Сейчас буду разбавлять все это дело. Загрунтовал моторчик. Завтра его буду зачищать. Зачищу всю шпаклевочку эту и покрашу. Так, ничего, колпак вообще хорошо лег. Нормально. Так, ребята, всем привет. Сегодня мы решили вот такой запилить контент. Давно ничего не писал. Маленько пропали, потому что работы очень много было. Вот, и некогда уже записями заниматься совсем. Вот, а так, в принципе, вот такой вот к нам шатлец приехал на обслуживание выжимного. Вот, как бы так. Это у нас шаттл 16, по-моему, год, да? Пробега у него... Ключ там, да, братан? Да, вот такой аккуратный шаттл. Так, пробега у него... Пробега у него 141 325 километров. Вот такой он аккуратный весь, чистенький. Парень молодец, следит за своей машиной. Вот, вчера заставил помыть его перед парковкой на ремонт. Машину помыл, поехал, все аккуратненько. Все бы так вот делали. А так, в принципе,
Мы что будем делать? Тут просто мы снимем выжимной подшипник, смажем его, заменим ему все сальники полностью. Ну, то есть, чтобы не было потом такого, что выйдет какой-нибудь сальник из строя, мы сразу ему все сальники поменяем. Вот. Как бы клиент на все готов. Сальники я уже приготовил. Будем вот такие сальники ставить. У нас всегда есть в наличии сальники. Вот, оригинал. 2 сальника приводных. Сальник коренного будем менять. И сальник первичного вала на коробке роботизированной будем обязательно менять. Вот, как бы так. Ну а так, что могу сказать? Клиент правильно делает. Он не решил ждать, когда у него выйдет из строя сцепление. Ждать в море погоды, так сказать. Просто взял, сейчас обслужит его. Ну и на этом будет кататься, радоваться, в принципе. Нормальная машина. Также мы ему что? Мы ему помогли устранить ошибку по датчику рыскания. Мы ему поменяли, поставили контрактный. Да? Этот. Серьезно? Да, это ему мы поменяли контрактный блок АБС. Да. А, да. И И вот тормозуху мы помогли. тормозуху мы ему Поменяли. сразу свеженькую залили, вся чистенькая, да. Вот. Ну, в общем, он у нас обслуживается, все у него хорошо. В принципе, все делаем. Вот такой автомобиль. Ну, а там в дальнейшем покажем. Сейчас Макс его разберет, снимем коробку. Ну и посмотрим состояние на таком пробеге выжимного подшипника. Что с ним, да? Интересно будет. Да. И вскрытие будет уже понятно, что типа Да. всё в порядке. Ну, шума у него нету никакого. Я, конечно, мало верю, что говорят, что прям ничего, вообще все отлично, идеально. Мгм. Ну, мало я верю им. Ну, Нет такого. Ты кому имеешь в виду? Ну, вообще, ну вот... Клиентам? Клиенты говорят, А. что прям все в идеальном. Ну, нихуя не в идеальном. Ну, всегда так, потому что говорят, все хорошо, у меня все нормально, начинаем разбирать шаровые. Ну, так же, как вчерашняя машина, он говорил, что у него все в идеале, все заебись. едет. Но на самом деле шаровых там нету. Тяги Колеса рулевой там квадратные. нету. И много чего там нету. Наконечников нету. Да. Тяги, рулевая рейка что-то подстукивает. И колеса квадратные. Да, да, да. Вот это. Все в идеале. Для них это в идеале, мне кажется, получается. Ну да. Ну тут правда, вот эта машина, я ее знаю. Я знаю, как она едет, у нее правда все нормально должно быть. Дай И бог. я тогда, когда прокатился, калибровки делал, вообще четкий шаттл. Здесь просто надо сделать профилактику выжимному подшипнику и все. Вот. А так, ребята, есть у нас всегда в наличии подшипники. Сейчас я уже прикупаю оригиналы. У нас есть оригиналы кое-какие. Корзинка у нас имеется в наличии. Все у нас для РКПП есть. Вот подшипник наготове. Сейчас он будет у нас обслуживаться. Это у нас оригинальный подшипник. Мы его сейчас ревизируем. Нормально сделаем. Выработки у него мало. Короче, мы его обслужим. И будет он выставлен на продажу. Ну как на продажу. Установлен будет куда-нибудь нашим клиентам. Корзина тоже очень хорошая есть в наличии. Сейчас еще придут у нас. Вот пришел подшипник под ремонт. Тоже оригинал. Мы его тоже сейчас отревизируем. И тоже будет выставлен, скорее всего, на продажу. Вот. Также у нас идут еще подшипники. Сейчас поеду забирать буду. Также, ребята, не забываем, что мы занимаемся приусами. Приусы и другие гибридные Тойоты. Батарейки есть у нас в наличии. Приезжайте, будем ремонтировать батареечки ваши. Масла есть у нас в наличии тоже всегда. Как в коробке, так и... Ну, масло Молигрин у нас. Замечательное масло, очень хорошее, качественное. Также, кому ему надо, вон ТСЛ есть, Автобакс есть. Вот такие масла. Ну, от Honda мы начинаем, как бы мы ушли, потому что сейчас боимся, что подделки на рынке и оригиналы очень сильно подделываются. А так, в принципе, мы вот японские масла достаем хорошие очень и, в принципе, пользуемся только качественными материалами, потому что это залог успеха, я считаю так. В наличии фильтра есть всегда, автохимия кое-какая.
Раскоксовку можем вам сделать. Да и много чего. Немножко бардак творческий. Надо будет прибраться. А так, в принципе, сейчас машинку сделаем, приберемся. Также, что хочу сказать, немножко отойду от профессионального нашего контента. Есть у меня вот такой вот моторчик 8. Достал тоже, скоро у нас навигационный сезон откроется. Буду сейчас его красить. Хочу его обслужить. Время найду. Надо будет смазать все подвесы вот эти вот, чтобы, ну, в общем, рулевое управление нормально крутилось. Буду его шаманить. Зачищу весь полностью, покрашу, прогрунтую. И выйдет он у меня нынче как новенький. В работе будет. Вот. Коробки есть у нас в наличии. Вот тоже. Коробка есть. Можно. Вот это вот рабочая коробка перебранная. Можем ее поставить на ВД. Вот коробка у нас лежит тоже. Еще сейчас коробка придет. Так что все есть. Все запчасти, какие только нам для Honda нужны. Все есть у нас. На приусы у нас имеются помпы. Пришли. Помпы. Сейчас покажу. Вот, есть у нас в продаже всегда ротора на помпу. Фирма Quality. Хорошо себя зарекомендовали. Нормальные помпочки. Вот. Как бы так. В общем, все есть у нас, в принципе, для работы. Все, что ломается, мы стараемся прикупать. Я решил заняться своим моторчиком лодочным. Такая у меня Yamaha 8. Сейчас буду станину делать ему, чтобы он стоять мог нормально. Из металлических вот таких. Сейчас вот это будет у меня лапы. Лапы. Потом приварю такие вверх. И доску сделаю, чтобы можно было на него ставить. И все. Сейчас покажу, что получится. Обезжирил моторчик. Здесь все закрыл. Подготовил. Сейчас буду грунтовать его. Сначала кислотным грунтом закрою вот эти вот места, где голый металл. Потом обычной краски. Ну и все, в принципе. Как-то так. Он масло с редуктора сливаю. Чернючая, пиздец. Сейчас буду заливать другое масло. Вот сняли с Максимкой с этого шаттла коробку. Там у него корзина. Все по заводу, да? Ниточки всякие. Да. Не грелась, ничего, вообще нормальная корзина. Заводское. Звука нет никакого вообще. Вот это. Есть немножко? Немножко, да? Начало. Сухой. Начало есть. Потом. Просто сухой. Ага. Ну так, ничего, смотри, сальники у него не бегли. Суховат. У него, блядь, они еще мягкие, братан. Да? Ну, Сальники. мягенькие. Вообще бы не трогал. Может и не будем, посмотрим. В принципе, приводные можно же всегда поменять. Эти-то можно всегда поменять. Давай приводные не будем намазывать на его. А здесь? эти поменяем. А здесь можно. И вон тот коренной поменяем обязательно. Да? Ну, он, конечно, сухой вообще. Ну, в смысле, я говорю, Ну, ничего не течет у него. ну, абсолютно. ну побежит когда-нибудь все равно. Ну, побежит. Запросто. Так. Вот с Максом подшипник выбили. Как у всех. Люфтит чуть-чуть, да? Да не чуть-чуть. Нормально, да? Как у всех, ну. Ну. Прям Что, давай скроем, посмотрим развалиться хочется. состояние. Каково состояние. Состояние. Ты бы ту взял бы лучше. Отвертку мощную. Мгм. Здесь сухая. Гудрон. Сухая, да? Тяжело крутится. Ну. Гудрон.
гудрон конкретный. Вроде не треснутая пока, не видно. Потрещины пока ничего не видно. Сепаратор целый, да? Вроде целый. Но это на мойке уже потом будет Очень хорошо. конкретно здесь. Какой? Я вот этим поддеваю. Знаешь, как вот так вот отсюда беру? Вот здесь вот есть место. Вот так, вот так делаю. Нормально. Ну, вроде целый, тоже сепаратор. Да? Ну да. Но не вижу пока трещин никаких. Вроде целый, а я он занялся своей Ямахой. Зачистил его весь. Вот так вот. Буду все красить. Купил краску сегодня, грунты. Скоро как новый будет, 8-ка. Он где-то годов 95-97, мне кажется. Этот моторчик. Но состояние у него классное. Троих везет, вообще пофигу. Вышел. Защелкнулся, что ли? Вот, сука, сдох. Его с двух надо, но держать его. Вот так и И резко надо его. Тихо, тихо, да. Нужно нахуя. Так вот, давай с той стороны. Гудрон, ёпт. Конкретный. Но он только начал высыхать. Да, только начал. Ага. Видишь, износа тоже нет. Нормально. Вовремя. Четенько. Ну все, обслужим и вообще будет ездить. Вот подшипник. Запись пошла. Видишь, моргает. Вот. Сейчас Макс его смажет, потом заснимет, как оно будет. Так, холостой ход, ну, выжимной подшипник смазал. Все как надо. Холостой ход. Четный, нечетный. Все смазано. По мере нужности, или как это говорится, блядь. Ну, короче, сильно много нельзя наносить. Как положено, короче. Как-то так. Ну, воздух пойдет. Вот меняю сальник. Старый уже оттуда достал. Сейчас буду новый загонять. А ты колокол не мыл, да? Устанавливаю родной сальник. Молоток у тебя, да?
Все, сальник установленный. Нормально, да? Да, отлично. Мы с Максом купили новое обновление. Вот такой гаджет в наш сервис. Киттари. Компрессор. На 100 литров почти. Сейчас будем его ставить. Наш малыш уже устал. Он очень маленький. Нам воздуха не хватает очень сильно. Поэтому... Но он отработал вообще четко. А это у нас новый на смену пришел. Тут вот такие шланги. Короче, работаем потихонечку. Сейчас поставим. Вон место егошнее, туда поставим. Ну а тут у нас что? Honda ремонтируется у нас. Скоро Макс ее закончит уже. Коробку поставил. Все хорошо. Как-то так. Но? Почему пол-уровня? Нет. Меньше красного нельзя. А, меньше, да. Ой, спасибо. Блять, а он туда, братан, не возьмет. Он уже здоровый. Да, да. Чуть повыше столба, сука, да? Тут если брусок сломать. А, не, он пройдет. Если его туда вот так, чуть-чуть боком. Все отмыл. Сейчас будет смазкой наполнять подшипник. Че, нормальный подшипник, да? Шайки, ничего. Неплохие. Износы маленькие. Маленький износ так-то, по сути. Хорошо. Он как будто не ездил, что ли, на нем? Да почему не ездишь? Ну, я понимаю. Ну, оно, скорее всего, больше в гараже стояло. Короче, нормальная эксплуатация, да? Нормальная эксплуатация какая-то. Так, холостой ход, ну, выжимной подшипник смазал. Все как надо. Холостой ход. Четный, нечетный. Все смазано. По мере нужности, или как это говорится, блядь. Ну, короче, сильно много нельзя наносить. Как положено, короче. Как-то так. Все, шаттла мы обучили. Сейчас стоит на обучении дроссельной заслонки. Вот так все передачи, все нормально он обучил. Все, вот так вот. Ждем завершения. А так вот такой вот шаттл красивый. Ну, он аккуратненький прям. Парень ухаживает за машиной. Нормально. Ну и все прошло без эксцессов, без всяких у Макса. Все болты, все как бы все нормально. Ничего не потянуто, все хорошо. Закрутилось, открутилось. Вообще без проблем.
Вот, поехал обучать дроссельную заслонку. Макс заезжает в Везель на обслуживание дросселя. Работаем. У кого-то майские праздники, а у нас работа прет. Сейчас испытаем шаттл. Шаттл у нас пробег 141 325 километров. Отличный у нас шаттл. Считай, дроссель ему обслужили. Блин, скорее бы глубже, это уже высохло, но она уже высыхает потихонечку. Вот так. Грязи от нее, ё-моё. Не хочется даже машину мыть. То есть есть люди, которые за машинами своими, конечно, ухаживают. Это очень радует, потому что за такими тачками не надо ухаживать, вовремя все делать, все проходить калибровки, и все будет нормально. Вот она обучается на 3-й, 4-я. Оп, сейчас 5-ю дадим. Прошла все калибровочки машинка. Летит. Красота. Вот это у нас обучается автомобильчик. Сейчас развернемся и назад поедем. Обязательно надо ставить ручник. Вот ножник и паркинг. Все, тачку обучили. Вот такой вот сделаем круг почета вокруг автомобиля нашего. Какой-то у нас интересный автомобиль. Отремонтировали. Ну не то что отремонтировали, а обслужили. Такой вот шаттл красивый. Тачка бомба. Чем мне машина нравится, то что она вместительная очень. Вот этот шаттл. И у него что прикольно, что я вот у него вижу, что у него вот есть вот такие вот держатели. Я, по-моему, не в каждой машине их видел. Это от комплектации, кажется, зависит. А так вот такая тачка. Здесь у него кожаные вот такие сиденья идут. Такая вот машинка интересная очень. Тачка очень аккуратная. Я говорю еще раз, хозяин любит свою машину. Вовремя обслуживает ее. Это самое главное. Самое главное вовремя обслуживать автомобиль Honda. Toyota, она терпит все как бы до последнего, а Honda, она такая. То есть если у нее очень хорошая самодиагностика у Honda. И если ей что-то не нравится, она сразу выдает все ошибки на табло. Вот в чем есть преимущество Honda перед Toyota. Вот. Ну и как бы она поехать-то поедет, все нормально, но ошибка, если будет висеть, она будет об этом всегда предупреждать. Как бы так. Ну а программа HDS, она показывает все полностью по машине. Это самая как бы главная программа, с помощью которой можно диагностировать эту. Ни один ланч не показывает столько, сколько HDS показывает. То есть все эти мультимарочники, они как бы... Ну, а мультимарочник вещь хорошая, им можно любые машины, конечно, делать, но я считаю, что с Honda надо работать с HDS. Вот. А так, машинка классная. Вот у него все хорошо. Перешла на EV. Все как бы, машина у нас в порядке полностью. Подшипник не шумит, даже никакого шума нету, даже малейшего. Ну и как бы вот такая тачка у нас отличная. Едет она, набирает обороты плавно.
Вот 60, как на вариаторе идешь вообще. Тачка едет. Дорогу держит вообще отлично. Никаких уходов там нету у нее. Ни вправо, ни влево. Идет как вкопанная. И что хорошо, что вот эти машинки Honda, они управляются очень легко. Уже не как те старого поколения тачки, которые 10-х годов, Алионы, Премки все эти, они уже не такие. Эта машина тяжелая, ну, те тачки, они тяжелые в обслуживании, ну, в управлении, а это она легкая. Руль очень легонький. У нее очень хорошие тормоза, когда у нее они обслужены, когда у нее тормозная жидкость, все свеженькая. Как бы она очень даже как бы хорошо идет. Рулится приятно. Вот этот рычаг уже тоже каким-то движением легким переключается. Вот в этом преимущество гибридов. То есть эти тачки, они более интересные. Не как вот эти вот все старые машины. Ну, старые, они зато надежные в плане там коробки, автоматы, вариаторы тоже стоят. Ну, некоторые надежные, некоторые ненадежные. Но робот, он приятный в управлении. Это механика, которая управляется как автомат. Вот. То есть я много в видео это говорил, конечно, ну и как бы повторюсь. А так у нас вот лето начинается потихонечку. Погода, правда, пасмурная. 1 мая вообще погода была крутая. А сейчас у нас вот как-то похолодало немножко. Ну, пасмурность, короче, есть. Вот. А так наш гибрид-сервис работает. Я занялся своим мотором, лодочной техникой. Как бы так. Детвора бегает. В футбол пошли играть, походу. Так вот. Все. Тачка полностью у нас обслужена. От и до. А я сейчас пойду калибровать визеля. Скорее всего. People